Тысячи солдат Великой Отечественной войны все еще считаются пропавшими без вести. Огромную работу по увековечиванию их памяти проводят поисковики, люди, которым не безразлична судьба защитников Отечества. В преддверии праздника 80-летия Победы поисковые отряды «Малгобек» и «Патриот» совместными усилиями подняли в рамках вахты памяти «Малгобекский рубеж» останки 5 солдат. Один боец был найден в западной части города Малгобек, а остальные 4 бойца были найдены на северной части города Малгобек. Это Терских хребет, где проходила линия фронта. Торжественная церемония захоронения прошла на землях, выделенных администрацией города Малгобека и благоустроенных Министерством внутренних дел по республике. За период с 2015 года здесь погребены останки более 180 солдат. Общими усилиями мы подняли 185 бойцов, без учета тех 4 героев, которые мы сегодня хороним. 8 мы из них доставили на малую родину. Гости минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятнику погибших воинов. На церемонии присутствовали представители органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, представители различных общественных организаций и молодежь. Присутствие последних на мероприятии особенно значимо. Все это, в принципе, здесь приурочено именно для понимания, для восприятия прошлого, настоящего, будущего именно молодым поколением. И поэтому вы здесь видели, в первых рядах у нас стояли юноармейцы, в первых рядах у нас стояли представители движения первых. Для них это крайне символично, потому что именно они продолжатели нашего настоящего, нашего будущего. По словам самых юных гостей церемонии, понятно, что мероприятие достигло своей цели. Это захоронение чтит память о тех, кто вообще охранял нашу родину, защищал и был на зоне боевых действий. Я пришел сюда, потому что мне было интересно посмотреть на то, как это делают. Каждый найденный солдат – это история, которую мы можем узнать и передать будущим поколениям. А значит, работу, проделываемую поисковыми командами, невозможно переоценить. Хадиджа Ивлоева, Султан Могушков, Магаз 24.